Мен суроом авторга да. Ошону ким аныктап чыгат бул туура маалымат, жалган маалымат деп. Жалган эмес маалымат деген ким аныктайт? Я еще раз попросила своих коллег внимательно прочитать закон. Там написано: на основании заявлений граждан, которые будут подтверждать свою именно позицию в отношении ложной, в отношении них была информация или нет. Мен жөнүнө жооп бере бербей суроо бергенде, ошон үчүн сурап атам такташ үчүн. Так, мамлекеттик орган тактай ошондо жалган эмес деп. Я же сказал, на основании подтверждающих документов. Могу привести пример. Подтверждающий документы ким берет анда? Истец. Это обычная практика. Ошондо сиз бир жаран кайрылса, ошол маалымат туура эмес деген жыйынтыкты ким берет, заключенияны? Уполномоченный орган вправе вынести решение о Хорошо, уполномоченный орган ким болот ошондо? Это будет определяться Кабинетом министров. Анда сиз толук неме бере аласызбы, что өкмөт ар дайым элге чындыкты айтат деп? Кепилдик. Вопрос правда или неправда, говорящая через правительство, этот вопрос в законопроекте не стоит. Жок, ошо өкмөткө берип атпайсызбы, уполномоченный орган өкмөт аныктайт деп? Бул мыйзамды сиз жазгансызбы же бирөө жазып бергенби сизге? Да, вы должны просто формулировать вопрос правильно. Мен өзүм каалаган суроону берем, мага үйрөтпөңүз. Мен сизден сурап атам, ким аныктайт деп атам ошо орган. Вы же хотите получить ответ, поэтому я говорю, для того, чтобы правильно ответить, должна быть формулировка. Вы говорите, будет ли правительство говорить правду. В данном случае я за правительство отвечать не могу. Я просто сказала, что правительство будет выносить решение, уполномоченный орган, который будет подтверждать, на самом деле являются ли подтверждающие документы правдивыми. Это точно так же, как ваша декларация, в которой вы пишете правду или неправду. Биз мына көп жылдан бери Кыргызстан ушу Орто Азияда демократия аралчасы деп, сөз эркиндиги, адам укугу эң алды болгон мамлекет катары болуп кеттик эле, ушу окшо мыйзамдарыңар менен Кыргызстанды аркага тартып атасыңар да. Негизи бизде байлык кум төр эмес, ошо демократия, ошонун баалуулуктары болгон байлыктарыбыз буга чейин. Элдин оозун жаап, ошол элди оппозициянын башкасынын оозун жапканга аракет кылуу болуп атат да бул мыйзам. Ошон үчүн мен ойлойм, депутаттарды бул мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырат элем баарын. Абдывахап Мамадрасулович, когда вы говорите о демократических основах, все мировое сообщество борется с фейковыми аккаунтами, считая их, извините, как раз именно подрывающими демократические основы. Значит, вы просто против сами демократии. Так получается? Это вы все авторы антинародных законов же. Вот смотрите, на улице все говорят, митинг делают. На улице говорят те, кому выгоден закон, чтобы он был отклонен. Почему? Вы же сами говорите про фейковые фабрики, фабрики троллей. Как раз они остановятся. Это когда я вам говорю про это? Да, это вообще все общество, я вам говорю, вот которые выступают именно на улицах. Та же Карасар Таварита, которая сегодня пыталась собрать. Что полезного они делают для страны? Ну, они полезного Кроме митингов, что они больше, делают полезного для страны? Для общества. Вы как раз вот именно против того, чтобы общество очищалось. Значит, вам все равно нравственная составляющая, я уже сказала. Ардайым ошол сөз эркиндиги, адам укугу болгондо коом тазаланат. Никакого отношения закона... Бийлик коркутуп, ар бирин оозун жапканда коом эч кандай тазаланбайт, силер Түркмөнстанга алып кетип атасыңар. Никакого отношения не имеет к закрытию свободы мнения и свободы слова. Не передергивайте, потому что закон конституционный говорит о защите чести, достоинства, репутации, которая прописана. Пожалуйста, вы просто должны... Возражение президента пришло по другим статьям, по формулировке тех же терминов, тех же определений названия. Я вам уже сказала в докладе. Это ваше личное мнение. Вы очень глубоко заблуждаетесь. Это вы заблуждаетесь. Я не заблуждаюсь. Перед историей вы тоже ответите. Я отвечу. И перед Богом, и перед совестью не переживайте. Рахмат, кейинки сөз.